Доброе утро, телезрители телеканалов Якутия-24 и НВК Саха. Это программа «Утро Якутии». Меня зовут Павел Танин. На календаре 13 июля, среда, середина недели, и мы вновь встречаем новый день вместе с вами. Пытаемся зарядиться позитивными, хорошими эмоциями, узнать что-то новое, полезное, чтобы грядущий день, наступивший уже, прошел максимально полезно, бодро и, конечно же, с хорошим настроением. Ну и прежде чем мы начнем наш эфир, конечно же, в двух словах, о чем узнаем мы сегодня. Сегодня поговорим о том, как сдать ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, в чем плюс работы машиниста поезда. Узнаем, почему изжога проявляет себя именно летом. В конце эфира увидим интересный проект по воссозданию истории появления горного хребта Улахан-Сис. Ну и помимо этого, конечно же, напоминаем про то, что работаем мы в прямом эфире. Вы всегда можете в нем принять участие, поделиться какими-то хорошими новостями своими или поздравить дорогого близкого человека с праздником. Все прочитаем и по возможности, конечно же, зачитаем. Для сообщений ваших у нас есть номер телефона 8 914 273 4488. Туда, пожалуйста, все свои комментарии, новости, поздравления и так далее. Также есть у нас телеграм-канал «Утро Якутии». Можете сейчас на экране видеть QR-код, его считать своей камерой смартфона и сразу попасть на наш канал, подписаться. Все достаточно просто. Ну и говоря про поздравления, вчера буквально оно пришло, но не зачитать его мы не можем, поэтому прямо сейчас, в начале эфира, начнем, так сказать, с хороших вещей. Выпуск 1979 года Тайбахойской средней школы поздравляет Попову Светлану Павловну с юбилейным днем рождения. Семейного счастья, долгих лет жизни, крепкого здоровья и исполнения всех желаний желаем. Вот такие замечательные поздравления с самого утра, мы к ним тоже присоединяемся. Ну и пришло время начинать наш ближайший час утренний. И начнем, конечно же, с рассказов о погоде. В центральных районах Якутии температура воздуха сегодня 12-18 градусов, в Заречной группе 17-18, в южных 13-16, в Вилюйской группе 15-18, в Нижнеленских 14-17, в западных 12-15, в Колыме-Нигирской группе улусов 8-21, в Янских 11-17, на северо-западе 3-11. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 17 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер южный 2 метра в секунду. Сегодня днем прогнозируется ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду, температура воздуха днем 25-27 градусов. Основной период сдачи единого госэкзамена позади. Многие родители наконец-то выдохнули, выпускники дождались своих результатов, а преподаватели получают слова благодарности. Недавно глава Якутии Айсен Николаев поздравил выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, и их педагогов. В этом году максимальный результат получили 23 учащихся. Из них двое по 2 предметам. В целом по республике выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по литературе 7 человек, по русскому 3, по математике 3, химии 2 и столько же по информатике и инфокоммуникационным технологиям. Сразу 2 выпускника в этом году получили высший балл по 2 предметам. Круглый отличник, победитель многих олимпиад Виталий Красиков сдал экзамены по русскому языку и по русской литературе на 100 баллов. Он поделился, что хочет стать журналистом и поэтому целенаправленно готовился по этим дисциплинам. Это не столько сложно, это несколько неожиданно. У меня литература. Это мой первый экзамен в принципе. Я в ОГЭ из-за ковида пропустил, но было волнительно. Вроде бы справился неплохо. Как рассказывает его учитель Любовь Васильевна, в их школе разработана и успешно используется система подготовки выпускников к итоговой аттестации. Виталий готовился в течение всего 10 и 11 класса. Дополнительных занятий у нас с ним было немного, всего 1 час в неделю. Все остальное – это его самоподготовка, это дополнительная работа с текстами, дополнительная работа с экзаменационными материалами. Человек очень трудолюбивый, очень ответственный, очень целеустремленный. Он поставил перед собой цель, к которой он сейчас активно идет. Еще одна 100-бальница Олеся Котовщикова. Она получила высший балл по русской литературе. Олеся, как и Виталий, тоже хочет стать журналистом и тоже планирует потратить свою награду на свое обучение.
Я упорно занималась этим предметом весь год, проходила абсолютно все произведения, читала все книги из кодификатора, учила стихотворения. Ну и, конечно же, поддержка моего педагога Марии Константиновны мне очень помогла. И благодаря родителям, это 100%, потому что без их труда и веры в меня ничего бы не получилось. Мне волнительно получать сертификат от главы республики, потому что все-таки не каждый день встречаешься с таким человеком, и не каждый день вручают тебе такие награды. Это очень приятно. Я в ней была уверена, что она у меня все-таки на 100 баллов я, конечно, не рассчитывала. Надежда была, но когда она получила 100 баллов, конечно, я очень обрадовалась. Педагоги в один голос твердят, успехи детей – это не только заслуга учителя, но еще и большая поддержка и работа родителей. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. Ну и продолжая тему единого госэкзамена, сегодня у нас первый гость нашей студии. Это Даяна Иванова, выпускница Республиканского лицея-интерната, одна из счастливых участниц торжества славы по поводу сдачи успешного экзамена. Даяна, доброе утро. Доброе утро. Насколько знаю, ты на 100 баллов сдала русский язык. Да. Наше поздравление, конечно же, прими. И мы сейчас как раз смотрели сюжет про этот, скажем так, бал торжества, назову я его так. Волнительно ли было тебе именно на этом мероприятии? Как вообще оно прошло? Разумеется, на столь важном и торжественном мероприятии я, как и любой другой человек, испытывала волнение, однако оно скорее было радостным. Для меня было огромной честью присутствовать на данном торжестве и получить поздравления от самого главы республики. Вернемся уже непосредственно к экзамену. Русский язык считается обязательным, то есть сдают его абсолютно все, гуманитарии, технари. Насколько я знаю, мы с тобой поговорили за эфиром, ты в физмат-классе училась. То есть, по сути, русский не такой профильный, как математика, тем не менее. 100 баллов по русскому. Как шла подготовка, долго ли готовилась к этому экзамену? Прям основательную подготовку я начала, скорее всего, в январе. Самостоятельной подготовкой мне очень помог сайт «Экзамер», на который я наткнулась абсолютно случайно, когда в интернете искала материалы для подготовки и так далее. Он мне очень помог систематизацией моих знаний и устранением пробелов в них. Также нас очень хорошо готовили в школе, у нас были пробники, у нас были повторение пройденного материала. За это хочу выразить огромное спасибо своей учительнице русского языка Марте Гаврилевне. В целом скажу, что я не готовилась к русскому 24/7 прямо, а скорее я даже выделяла время на то, чтобы отдохнуть, погулять с друзьями, и, разумеется же, готовиться по другим предметам. Однако я никогда не нарушала регулярности своих подготовок. То есть систематизация была и так далее. Вопрос такой, была ли уверена в своих силах и полностью ли самостоятельная фактически подготовка была? Понятно, что учителя помогали и так далее, но в целом готовилась сама или, может быть, кто-то еще со стороны, репетиторы, например? Репетитора у нас не было. Это скорее даже не из-за того, что мы были прям так уверены в том, что я смогу отлично сдать русский язык. Это скорее даже было потому, что мы не возлагали на него особых надежд. Потому что это не было моей сильной стороной. Однако, в конце концов, все обернулось совершенно-таки наоборот. А сам экзамен ты помнишь, как он проходил для тебя? То есть, понятно, что достаточно серьезное мероприятие, от него зависит и будущее твое волнительно, но в целом вся эта атмосфера, как он проходил, что ты чувствовала в этот момент? Как я помню, я была довольно спокойна во время экзамена, и особых волнений не было. За это, я думаю, я должна поблагодарить своих родителей, которые не сильно на меня давили по поводу ЕГЭ, там, как обычно родители делают. Поэтому психологическая обстановка у меня была довольно комфортной. Сколько, напомни, пожалуйста, сегодня времени дается на сам экзамен? По-моему, что 2 или 3 часа? 3 часа, и я сначала думала сама 55 минут, а оказывается, вроде 30 минут было. И ты все это время использовала или раньше закончила? Из-за этого у меня была небольшая проблема, я не успела перепроверить свое сочинение, что было очень важно. Плюс еще я сомневалась там с 2 заданиями из тестовой части, поэтому не была уверена на то, что напишу на 100 баллов. Мы знаем, что твоя мама тоже причастна, собственно, к дисциплине русского языка. Как думаешь, это также положительно сказалось на твоем результате?
В какой-то степени она учила в другой школе, поэтому у нее уровень был не прям такой высокий, но достаточно хороший. Она еще до этого, где-то в 10-м, в 9 классе, иногда она давала мне советы и даже помогала выучить некоторые правила. Да. А вот из твоей школы много ли учащихся получили? 100 баллов? Ну, вообще так успешно? У моей учительницы по русскому языку в этом году 139 выпускников, и их средний балл составил 79. Да, большинство выпускников из нашей школы сдали экзамен по русскому языку, как говорится, на ура. Ну, это очень хороший показатель, особенно по среднему баллу, если Да. считать. Ну, вернемся к моей фразе, да, что от этого события зависит будущее. Уже планируешь куда-то поступать, может быть, уже сейчас, в принципе, приемные комиссии много где открылись, уже, может быть, поступает куда-то. Ну, я надеюсь поступить в вузы Москвы или Санкт-Петербурга. Я уже выбрала некоторые вузы. Там, конечно, проходные баллы очень высокие, 260, 270, в некоторых даже 300 и больше, в зависимости от вуза, направления. Однако, я думаю, кое-какие шансы на поступление у меня все-таки есть. Собственно, мы знаем, что все 100-бальники в Якутии получили социальную выплату от главы Якутии в размере 100 тысяч рублей. Подумала ли уже, на что будешь их тратить, на что направишь эти деньги? Я пока точно не знаю, но думаю, что хорошо было бы просто положить их пока на вклад, и чтобы в будущем использовать их для учебы, для хобби, или, может, даже, возможно, для открытия своего дела. На самом деле, очень такое, ну, мне кажется, по моему мнению, для достаточно такого молодого еще человека, очень такое рациональное использование этих средств. Ну, вопрос такой, много ли сегодня выпускников отказываются от вот этого экзамена? Есть ли такие случаи? Да, я слышала о том, что ученики действительно отказываются, однако, ну, я считаю, что это их выбор, однако я считаю, что ЕГЭ все-таки очень важно, потому что оно дает шанс на поступление в центральные вузы детям даже из крайних регионов, таких как, допустим, наша Якутия, например. Даяна, спасибо большое тебе, поздравляю еще раз с этим успехом, желаем, конечно, тебе успехов дальнейших непосредственно, ну и хорошего дня. Ну а мы, дорогие друзья, прямо сейчас готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы, которые уже готовы рассказать о последних событиях в республике и за ее пределами. Ну а далее мы вернемся и поговорим еще много о чем интересном, в том числе о работе машиниста. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Закрыт проезд по автодороге Харбалах в Татинском районе, размыло дорожное полотно. Как сообщили в управлении автодорог Якутии, с 12 июля запрещен проезд для всех видов транспортных средств на участке от 3 до 6 километра дороги. Свою работу в традиционной форме начал Республиканский единый штаб «Абитуриент-2022», который расположен на базе Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина. Будущие студенты могут подать заявление напрямую представителям средних специальных учебных заведений. Как отмечают организаторы, большой конкурс наблюдается в медицинские и педагогические направления. Единый штаб работает с 9 утра до 5 вечера. На 6400 мест на сегодняшний день зарегистрировано более 5000 заявлений. Но это не говорит о том, что у нас все места уже заняты. Как мы говорили, у нас есть особо популярные колледжи, которые имеют сегодня конкурс. Есть другие колледжи, которые вот только-только развиваются. Как показывает статистика, из года в год у нас большой конкурс при поступлении в педагогические колледжи. Также хорошие показатели у нас в колледже связи и энергетики и финансово-экономическом колледже. А в Амге на базе школы номер 2 работает дневной военно-патриотический лагерь «Радуга», где ребята узнают основы воинской жизни. С 2017 года в школе ведет деятельность военно-патриотический клуб «Молот». В этом году коллектив школы организовал клубный военно-спортивный лагерь. Хорошая спортивная форма, собранность, ответственность, умение работать в команде, соблюдать режим – вот чему учат в лагере. Скучать ребятам некогда. Квесты, регулярные спортивные тренировки, обучение строевой подготовки, разборки и сборки автомата.
Мы разбираем разборка автоматов, неполная разборка. Вот. Еще надеваем ОЗК, разбираем магазины, ОФП и так далее. Физическая подготовка еще. Я интересуюсь подобными. И у меня есть желание ходить. И вот, мне нравится тут. Тут круто. В этом году исполняется 600 лет со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, печальника земли русской, святого, к останкам которого вот уже много веков обращаются паломники, нуждающиеся в Божьей помощи. По случаю юбилейной даты организовано уникальное событие. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег со святыми мощами посетит несколько городов Дальнего Востока, в число которых вошел и Якутск. Завтра в полдень у Преображенского кафедрального собора соберутся люди, и будет торжественная встреча ковчега с святыми мощами преподобного Сергия. Их торжественно внесут в собор, и дальше будут совершаться молебны каждый час в течение 2 дней возле мощей. 14 числа, 14 июля, то есть послезавтра в 9 часов утра владыка Роман, архиепископ Якутский и Ленский, совершит божественную литургию в Преображенском соборе, и можно сказать, что со всеми молящимися будет молиться и преподобный Сергий. Одной из главных бед по-прежнему остается стихия, потому что именно перед ней человек остается беззащитным. Так, Общественная палата республики и землячество Верхоянского района объявили сбор гуманитарной помощи и призывают якутян поддержать жителей населенных пунктов Верхояне, пострадавших от настигшего их половодья. Стоит отметить, что содействие оказывают и представители других арктических районов. Сам же сбор гуманитарной помощи от жителей осуществляется по адресу: город Якутск, улица Курашова, 24, 4-й этаж, офис 405. Это «Утро Якутии», 13 июля на календаре, среда, и мы продолжаем наш утренний эфир. Тем, кто проснулся только что, доброе утро. А продолжаем эфир мы нашей постоянной рубрикой, которую ведем вместе с историческим парком «Россия. Моя история». Она посвящена столетию образования Якутской АССР. Сегодня расскажем о становлении массового спортивного движения Якутии. Доброе утро! Вот и закончилась 8-я спартакиада игр народов Якутии. В связи с чем я сегодня расскажу о зарождении спортивного движения в Якутии. В 1923 году был создан Совет по физической культуре при Якутском Центральном исполнительном комитете. Этот совет и стал организовывать спортивные соревнования и проводить спортивные кружки. Было при совете собрано описание 12 национальных игр и были подкорректированы их правила. В 1924 году в 8 кружках физической физкультуры состояло всего 200 человек. В 1925 году физкультуру ввели как обязательный предмет в школах и в техникумах. В этом же году были созданы окружные советы физкультуры в Алдане, Валекминске и Вилюйске. В конце 1926 года в секциях лыжного спорта, подвижных игр, шахмат, гимнастики, велоспорта занималось в общем количестве 1600 человек. С 1931 года был введен Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО. Большим событием физкультурной и спортивной жизни республики стала первая всеякутская спартакиада, которая была проведена в 1932 году в честь десятилетия ЯССР. Во время первой спартакиады общекомандные итоги не подводились. Абсолютным чемпионом по масс-рестлингу в первой спартакиаде стал легендарный милиционер, который раскрывал тяжелейшие преступления, Гаврил Десяткин. Он еще стал знаменитым тем, что поднял камень весом 387 килограммов. Во все дни спартакиады городской стадион «Спартак», который находился на месте нынешней Комсомольской площади, был переполнен зрителями и болельщиками. Ежедневно на стадионе присутствовало около 10 тысяч человек. В программу спартакиады были включены бег, прыжки, метание гранаты, ходьба в противогазе, плавание, спасение утопающего, прыжки в воду с вышки, конно-спортивные состязания, национальные виды спорта, футбол, баскетбол, волейбол, городки, пулевая стрельба, велогонки. В
Вторая спартакиада была посвящена 15-летию комсомола Якутии и прошла в 1935 году. По количеству участников превосходила первую спартакиаду. И по прыжкам Кылы Ыстана чемпионом стал артист драматического театра, легендарный Дмитрий Босиков. Одними из призеров стали известный писатель Риас Кулаковский и Гаврил Макаров, впоследствии ставший профессором, крупный исследователь истории революции 1917 года и гражданской войны в Якутии. Третья спартакиада была организована в 1937 году и прошла в честь 15-летия ЯССР. Программа спартакиады по сравнению с предыдущей была расширена. По якутским прыжкам вновь не было равных Дмитрию Босикову с результатами по Кылы 42 метра 82 сантиметра, по Ыстана 37 метров 45 сантиметров. Впервые был подведен общекомандный итог, где первое место заняла команда города Алдана, второе место заняли столичные спортсмены и замкнули тройку команд призеров спортсмены Усть-Алданского района. С 1945 года название состязаний было изменено на Республиканскую летнюю олимпиаду. Название держалось за играми до 1955 года. В 1956 году были переименованы в летнюю спартакиаду народов Якутии. Современное название «Спортивные игры народов Якутии» появились в 1996 году, когда соревнования прошли в Барагонцах Усть-Алданского района. Лето в самом разгаре, и, казалось бы, ничто не может омрачить потрясающего солнечного настроения, столь соответствующего этому времени. Вот только что делать с неприятными ощущениями в эпигастральной области, возникающих именно летом? В жаркое время года все мы устремляемся на пикники, за город, в отпуск, где зачастую бездумно предаемся прелестям беззаботной жизни, переедаем и даже забываем о правиле не наедаться на ночь. Советы нашего доктора тут, несомненно, понадобятся. Доброе утро! Сегодня поговорим об изжоге. Это ощущение дискомфорта, жжения или жара за грудиной или под ложечкой, распространяющееся снизу вверх. Иногда сопровождается ощущением кислоты или горечи во рту и глотке. Необходимо понимать, что изжога не всегда возникает при повышенной кислотности желудочного сока. Она может быть и при низкой кислотности, и даже при атрофических гастритах, то есть при нулевой кислотности. Отрыжка воздухом без жжения – это не изжога. Единственные забросы могут быть в норме. Если забросы продолжаются многократно, то развивается гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, которая приводит к возникновению в пищеводе эрозии и рака. Рассмотрим способы избавления от изжоги. Устранение причин ее вызывающих. Выяснить, есть ли гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Выработать правильное дыхание. Научиться расслаблять диафрагму. Определиться с уровнем соляной кислоты. Ну и продолжим тему здоровья. Лето не очень благоприятное время года для наших глаз. Сильное солнечное излучение, сухой теплый воздух. Все это оказывает негативное влияние на наши слизистые оболочки, вызывая раздражение и провоцируя развитие синдрома сухого глаза. Гимнастика для глаз – это лучшая профилактика. Порхай как бабочка, жмурься как кот. Самое простое и быстрое упражнение для снятия усталости – это быстро и часто поморгать, будто бабочка взмахивает крыльями. Или сладко пожмуриться несколько раз, подражая коту. Такие действия улучшают кровообращение и увлажняют глаза. Представьте море. Чтобы расслабить мышцы глаз, сильно зажмурьтесь на 5-10 секунд. В это время представьте что-то успокаивающее – море, луговые травы под ветром, либо бегущие облака. Рисуем узоры. Первое и главное – не поворачивая головы, посмотрите глазами вверх, вниз, влево, вправо. Потом начните рисовать узоры. Ромб, квадрат. Задерживая на секунду взгляд в уголках. Усложним.
Рисуем звезду. Затем изобразите восьмерку. Сначала вертикальную, потом положите ее и нарисуйте, головой не двигая, знак бесконечности. Делаем массаж. Легкий массаж глаз помогает справиться с отечностью, улучшает циркуляцию жидкости в тканях. Достаточно 3 пальцами слегка надавить на закрытые глаза и немного помассировать в течение 1-2 секунд. Расслабиться и поморгать. Повторять 4-5 раз. Полюбите глазоломки. Есть специальные стереокартинки, глядя на которые сначала не видишь изображения. Кажется, что это просто узор из полосок и кружочков. Потом, вглядываясь, отодвигая картинку взад и вперед, внезапно видишь объемную картину. Такие картинки тренируют не только глаз, но и мозг. Отличное зрение – это, конечно же, важная история, особенно если ты управляешь транспортным средством. Команда инженеров из Санкт-Петербурга спроектировала и спустила на воду полноценный катер, выполненный в форме Форда Мустанг. Идея создания оригинального плавательного средства пришла внезапно. Конструкторы решили совместить 2 вещи – яркий и запоминающийся дизайн автомобиля и функционал катера. Создатели взяли пластиковую копию кузова Форда Мустанг 1967 года, взяли настоящий заводской катер с подвесным мотором, долго подбирали по размерам и в течение года создали проект. Плавсредство собрано на базе заводского катера длиной в 4,5 метра и оборудовано мотором мощностью в 90 лошадиных сил, который позволяет рассекать водные просторы на скорости до 60 км в час. Необычный водный транспорт привлекает внимание не только петербуржцев, но и речной полиции, которая уже останавливала капитана для проверки документов. Очень хотелось объединить в жизни 2 удовольствия. Это автомобили и водная техника, которая недоступна была до этого в качестве даже того же контента. Да? Поэтому пришла идея в голову объединить настоящий катер и автомобиль. Мы взяли пластиковую копию кузова Мустанга 67 года, взяли настоящий заводской катер с подвесным мотором, очень долго подбирали по размерам. И в течение, грубо говоря, года мы все сделали, создали этот проект. Передвигаться на таком транспорте дело, конечно, увлекательное, но далеко, скорее всего, не уедешь, да и людей с собой много не возьмешь. А вот железная дорога всегда объединяла людей. Тяжелый и ответственный труд под силу не каждому, поэтому на стальной магистрали работают только лучшие. Главная задача машиниста тепловоза – это, конечно же, обеспечить своевременные и безопасные перевозки. Такая работа интересна, несмотря на всю ее сложность, ведь каждая поездка – это увлекательное путешествие, красивая природа и новые впечатления. Герой нашего сюжета – машинист тепловоза Сергей Клюйко. В возрасте 17 лет было принято решение пойти учиться в Тындинский железнодорожный техникум, потому что хорошая профессия машиниста, стабильная, хорошая профессия. Ну и потом мне просто понравилась сама эта профессия, понравилось работать машинистом, водить поезда. Постоянно как-то в движении, не офисный работник, а постоянно куда-то едешь, занимаешься полезным делом. Общий стаж у меня 10 лет. Закончил я в 2012 году, 5 лет я отработал помощником машиниста и 5 лет я работаю машинистом тепловоза. Сложности в основном в графике работы, потому что графика как такового у тебя нету. Так как тебе в любое время могут вызвать на работу. В 2 часа ночи, в 3 часа ночи, в 5 утра. И в чем сложность? То, что ты в одну сторону можешь не 12 часов ехать, а 12 часов там едешь в одну сторону, плюс тебя меняют 3 часа, 4. И, в общем, в графике в основном тяжело работать. Нравится то, что он ответственный, да, ответственность берешь на себя полностью, все.
за людей, в принципе, вот, которые за работников, за груз, за помощника машиниста ты также ответственность берешь. Я везде езжу, везде закатанный. Езжу на тынду, но в основном я на тынду езжу, Беркакит тында. Вот это основная моя деятельность. Уголь везем туда, обратно, вот груз. Также можем здесь работать по месту по Беркакиту. Беркакит угольная, Беркакит Чульбас ездим, Беркакит ЖДЯ, ГРЭС также ездим. Романтика профессии, ну, знаете, вот когда едешь просто, даже на тынду, ну, в тынду едешь, на тынду, красивые места видишь, как-то ты уже управляешь локомотивом как машиной. Вот, никакой сложности нету, уже как машиной управляешь. И, наверное, какое-то удовольствие даже получаешь от этого. От красивых мест, там, от природы. Ты постоянно другую картинку видишь. Если ты будешь в офисе работать, и вот в офисе постоянно с этими бумажками, ну, я не могу, я с ума сойду там. А тут, да, как-то, наверное, порой даже отдыхаешь. Действительно, определенной романтикой работа на железной дороге овеяна, безусловно. Особенно, наверное, весело работать и проводником, особенно если это поезд Владивосток-Москва, Владивосток. Но тем временем мы напоминаем, что работаем мы в прямом эфире. У вас всегда есть возможность в этом эфире участие принять, отправить поздравления кому-либо или поделиться хорошими новостями. Достаточно отправить сообщение на номер 8 914 273 4488. Ну и не забывайте, конечно же, что есть у нас телеграм-канал. Вот вы видите вот где-то вот здесь QR-код. Его можно сосканировать своим смартфоном и сразу на канал попасть, нажать кнопку «Подписаться», и будете всегда в курсе событий, происходящих не только в эфире, но и за ним. Ну а сегодня, тем временем, 13 июля, еще раз напоминаю, и по народным приметам сегодня нельзя оставлять кошелек пустым. Чем больше купюр в нем будет сегодня лежать, тем больше, конечно же, более богатым станет будущее. Однако пересчитывать деньги тоже не стоит, чтобы не лишиться накоплений. Давайте же обратимся к истории и узнаем еще о датах и событиях этого дня. 13 июля – Международный день головоломки. По народному календарю, если кукушка продолжала куковать после 12 июля Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. 13 июля 1837 года королева Виктория стала первым английским монархом, поселившимся в Букингемском дворце. 13 июля 1871 года в лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек. Для мероприятия разработали его концепцию и регламент, впервые определили стандарты пород, ввели градацию по окрасам и длине шерсти. В этот день в 1882 году начали работу первые в России телефонные станции. 13 июля 1923 года в Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись «Голливуд». Первоначально она была написана как «Голливуд-ленд», не имела никакого отношения к кино и означала рекламу нового жилого района, но сразу же стала привлекать к себе туристов. 13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу. Страна получила право на проведение турнира за счет победы своей сборной на Олимпийских играх 2 раза подряд. 13 июля 1798 года родилась Александра Романова, российская императрица, супруга Николая I. 13 июля 1894 года родился Исаак Бабель, советский писатель и драматург. В этот же день в 1923 году родился Михаил Пуговкин, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. 13 июля 1928 года родился Валентин Пикуль, советский писатель. Именины в этот день празднуют Андрей, Варфоломей, Григорий, Дина, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Фаддей, Филипп, Фома и Яков.
Ну а время меняет все вокруг. Технический прогресс в корне вообще изменил жизнь людей. И на динамичных кадрах, прямо сейчас, которые мы смотрим, мы видим историю появления горного хребта Улахан-Сис, которая показана с помощью компьютерной графики. Улахан-Сис — это большой останцевый массив протяженностью более 3 километров и высотой до 30 метров. И расположен он на границе Абыйского и Алайховского улусов. В ролике 3D-модель этого хребта меняется с течением времени под влиянием различных природных стихий. То есть фактически является такой исторической модуляцией цикла жизни этих хребтов. Вот. Над этим уникальным проектом работало 3 преподавателей IT-школы на протяжении 3 месяцев. И один из них сегодня гость нашего утреннего эфира. Это Алексей Илларионов. Алексей, доброе утро. Да, привет, Павел. Вот. Интересный очень проект. Вот мы сейчас буквально несколько минутку назад уже побеседовали о нем. Какая его основная цель и кто принимал участие в его создании? Основной цели, наверное, как таковой единственной какой-то такой нету, потому что у нас, во-первых, в целом в школе весь процесс обучения построен вокруг практики. То есть мы прямо вот свято верим в то, что любое знание, которое поддается, всегда должно иметь какое-то прикладное применение. То есть я должен что-то из этого получить, чему-то научиться, что-то уметь делать. Вот, и поэтому мы стараемся, чтобы ребятам всегда был какой-то материал для применения знаний, которые они получают. Вот. И в идеале мы стараемся давать какие-то заказы, но, естественно, это как бы не всегда хватает на всех, поэтому мы придумываем такие вот проекты. Типа вот мы там делали, допустим, «Игру престолов», вот, всякие разные игры. И вот решили сделать такой цикл «Историческая Якутия». Показать места интересные, природные, которые есть в республике, с точки зрения того, как они выглядели раньше. Как они с течением времени. Ну, это как бы к вопросу о том, что теория без практики, в принципе, это ничего не стоит. А учащиеся в создании этого ролика конкретно участие принимали? Пока нет. То есть это первая работа цикла, поэтому мы его решили сделать сами полностью своими силами. Ну, то есть как бы проверить, да, как это все пойдет, насколько это там, какие будут сложности, проблемы. Вот, но дальнейшие работы, да, будем уже привлекать ребят. Ну вот еще поговорим именно про вот этот ролик, тоже вот уже беседовали на эту тему. Он как бы, не просто, грубо говоря, из головы взят, он имеет какую-то вот научную подоплеку, вы же консультировались и с... Да, мы консультировались с преподавателями биолого-географического факультета СВФУ, вот именно по поводу того, как могли выглядеть вот эти вот вещи прямо не просто там 1000 или 2000 лет назад, а там 20 либо 30, 40 миллионов лет. То есть настолько далеко. Да. Ну и завершая именно разговор про этот ролик, какие-то уже, может быть, планы есть, что будет следующее в этом цикле? Мы сейчас с командой очень сильно спорим, какое место выбирать следующим. Либо это будут Ленские столбы, либо это будет потухший вулкан. Вот, то есть пока какой-то... То есть пока выборка идет. Да, ага. То есть пока выбираем. Вернемся к обучению школьников. Да, у вас же есть школа IT фактически для студентов. Вообще сегодня заинтересована ли молодежь в IT-сфере? Хотя, в принципе, я думаю, ответ очевиден. И почему она заинтересована в этой сфере? Во-первых, она заинтересована в IT-сфере, потому что, типа, это прикольно. Вот, то есть ты типа не только играешь в игры, но и создаешь их. Вот. И во-вторых, я так думаю, что весь этот хайп и шумиха вокруг IT в первую очередь связано с тем, что это один из немногих доступных социальных лифтов для человека. То есть тебе вообще, в принципе, ничего не требуется, кроме того, чтобы упорство, знания и все. Ну, это мы говорим про вложения, именно какие-то, может быть, финансовые. Да. То есть, да, действительно, они, в принципе, достаточно мелкие там, по сравнению с другими сферами. Может ли ребенок вообще с нуля, в принципе, в этот мир погрузиться, или все-таки нужно какой-то багаж, хоть и минимальный, иметь? Нет. Ну, то есть мы вот обучаем с нуля. То есть к нам приходят школьники 12-13 лет.
Ну, и все, что они умеют делать, это типа там, ну, работать на компьютере, включать игры, там, браузить в интернете, все. То есть, как бы такое управление, скажем так, клавиатурой. Ну, да. А уже работает. дальше все основные вещи мы закладываем в базу. Но вот если по возрасту говорить, есть ли какой-то вот, ну, лимит, предел, с какого возраста имеет смысл привести ребенка заниматься, или все-таки вот есть уже точка невозврата, когда ну поздно уже нет, уже все. Да нет, верхней планки, конечно, нету. То есть это даже, если мы как бы даже не говорим про детей, этим можно заниматься и в 30, и в 40, и в 50 лет, и таких историй очень много. Ну, получается, как бы, говоря про проекты, которые вы вместе с учениками делали, да, мы уже все помним вот эти «Игру престолов», вы не упомянули, про цикл «Удивительные места Якутии» вы сейчас выбираете уже, собственно, выборка идет. Вы сказали, что есть Ленские столбы и... Потухший вулкан, вот, и что-то было еще, вот, то есть, ну, есть у нас несколько мест, мы пока не хотим, типа, все карты раскрывать. И вот вопрос, следующий ролик цикла будете уже планируете с учениками делать или все-таки еще пока Нет, сами? уже с учениками. Да. Уже с то есть учениками. мы уже посмотрели, что можно отдать, где можно привлечь. Вот. То есть самая вся фишка в том, что у нас порядка 200-300 учеников, вот, и из них примерно половине можно отдать там какие-то вещи, типа там вы 20 делаете деревья, вы 20 делаете воду, вы 20 делаете горы, и в итоге каждый делает небольшую часть, а потом мы собираем, и у нас получается огромная большая картина, где вот эти вот вещи. Вот в этом самая крутость того, что у нас как бы, ну, школа, да, то есть много ребят, много рук. И все вовлечены. Да, и они все могут делать такие простенькие, но уникальные вещи, которые мы потом можем вместе собирать уже в ансамбль и делать всякие разные. Это мне вот напомнило систему производства одного из автоконцернов, известного во всем мире. У них как раз-таки вот есть самый основной завод, вокруг него несколько заводов. Там делают гайку для правого колеса, а потом это все соединяется в классный внедорожник, допустим, который стоит очень много-много денег. Алексей, спасибо большое за эту беседу. Надеемся, что цикл про удивительные места, он будет развиваться и не один год, и мы увидим, возможно, всю нашу Якутию, как она тысячелетиями менялась. Хорошего вам дня, еще раз успехов. Ну а прямо сейчас я передаю слово нашим коллегам из информационной службы, которые готовы рассказать о последних новостях. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, вернулись в Якутск. Накануне утром военный воздушный транспорт доставил в Якутск спецподразделение территориального управления Росгвардии. На плацу базы якутского ОМОН бойцов встретили глава Якутии Айсан Николаев, лица командования Восточным округом, коллеги, родные и близкие. Командующий округом вручил ведомственные нагрудные знаки за отличие в службе второй степени и участник боевых действий. Глава Якутии поздравил росгвардейцев с прибытием на родную якутскую землю и наградил бойцов юбилейными нагрудными знаками «100 лет Якутской ССР». Впереди росгвардейцев ждет реабилитация и отдых, после которого они приступят к выполнению поставленных задач. 11 сентября в единый день голосования на территории Горного Улуса пройдут выборы в 6 наслегах. В 3 из них жители вновь выберут глав, а в остальных 3 муниципальных образованиях пройдут выборы наследных депутатов. В эти дни работники аппарата Центра избиркома республики проводят обучающие семинары для избирательных комиссий, организующих подготовку и проведение муниципальных выборов. Пользуясь случаем, мы хотим отметить и отблагодарить наших членов избирательных комиссий на местах за их общественную деятельность, которую они проводят на протяжении многих лет на территории нашей республики. И для того, чтобы на местах были выборы проведены на высоком организационном уровне при неукоснительном соблюдении всех требований законодательства, конечно же, требуется
большие ресурсы и большое обучение наших членов избирательных комиссий. И надеемся, что наши обучающие семинары дадут свои плоды в виде организации на высоком профессиональном уровне выборов на местах. Посетить своим ходом все регионы России и 130 стран мира. Российский путешественник-автостоппер Антон Кротов изучает культуры народов мира, пишет книги и встречается с местными жителями. В алмазной столице региона путешественник останавливается уже во второй раз. Антон Кротов – приверженец вольных путешествий. На попутном транспорте, без гидов и гостиниц. Ночует путешественник у местных жителей, которые соглашаются приютить гостя. Таким образом, тратится минимальное количество денег. История появления горного хребта Улахан-Сис воссоздана с помощью компьютерной графики в проекте IT-школы Алексея Ларионова. Улахан-Сис – это большой останцевый массив протяженностью более 3 километров и высотой до 30 метров, расположенный на границе Абыйского и Алайховского улусов. В ролике 3D-модель этого хребта меняется с течением времени под влиянием стихий. Над проектом работали 3 преподавателей IT-школы на протяжении 3 месяцев. Стоит отметить, что в ближайшем будущем школа планирует создать целый цикл проектов про удивительные места Якутии, уже подключая к работе своих учеников. Если честно признаться, даже я сам не знал про вот эту местность. И было очень интересно почитать про историю, про то, как это все появилось. Изначально мы хотели, в принципе, просто сделать видео, показать достопримечательности. И мы решили добавить такого познавательного, да, то есть чтобы люди что-то смогли понять, узнать. И мы прямо с ребятами сидели, думали, что такого можно добавить, чтобы стало интересно. Можно же сделать так, чтобы показать, как это выглядело не просто там 100 лет назад, да, а прямо вот доисторические времена, в самом начале времен, как это выглядело, как это появилось. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Спасибо нашим коллегам. Мы подхватим их новостное настроение. И еще одна новость. Недавно из Якутска стартовал автомотопробег «Золотая Колыма». 75 человек из разных городов намерены преодолеть 2000 километров по федеральной дороге Колыма от Якутска до Магадана. Сегодня можно смело сказать, что половина пути уже пройдена. И наши коллеги из УСНРы продолжат тему. 1000 километров пути позади. Запыленные, но стремящиеся вперед, участники автомотопробега, достигшие УСНРы, обедают в придорожном кафе, заправляются и продолжают движение. Мы к вам приехали из республики Коми. На протяжении 9000 километров дорога была приемлема, красива. С какими трудностями нам пришлось столкнуться здесь, мы не ожидали, конечно, но в принципе не сильно удивлены. Дороги, как в принципе и места, очень суровые, сложные, но преодолимые. На самом деле достаточно тяжелая дорога, 3-й день в пути, едем, не высыпаемся и даже поясницу прихватило, но ехать надо. Вот, маршрут очень интересный. Первый день был очень сложный, наше путешествие. Мы по грязи практически падали все. Ну, естественно, я не исключение. Вот. Но тоже хороший опыт. Коллеги тут же подсказывали, как надо правильно управлять мотоциклом. Я езжу вторым номером на мотоцикле, и 17 лет замужем за мотоциклистом. И понятно, что и свадебное путешествие было на мотоцикле. Мы ездили от Владивостока до Москвы, на Ямал, на Кольский полуостров, на Алтай, на Кавказ, Финляндия, Норвегия, Болгария, Румыния. Колонна растянулась по пыльной дороге на много километров. В Магадан планируют прибыть на День города 13-14 июля. Результат пробега войдет в Книгу рекордов России. От всех участников мотопробега «Золотая Колыма», организатор, который стал Павел Кобяк, передаю всем жителям Якутии привет и самые лучшие пожелания. Мы стараемся развивать и принять участие в том, чтобы этот регион развивался, и показываем всем,
что здесь можно ездить, можно путешествовать. Прекрасные места, прекрасные люди. Очень все хорошо. Пусть скатертью стелится под колеса ваших машин наша трасса, ребята. Она любит крепких и смелых. Светлана Поцелуева, Павел Фомин, Веснера. Что ж, желаем удачи участникам автомотопробега, добраться до конечной точки без происшествий. Ну а сейчас предлагаю переместиться в село Крылово Пермского края. Недавно там прошел традиционный турнир «Веселый Коровяк-2022». Отличительной чертой этих состязаний стали соревнования по метанию лепешек из навоза, скоростной бег с коромыслом и парное лыжное состязание на траве. По словам организатора, за 12 лет, вот столько уже существует турнир, «Веселый Коровяк» стал известен и даже за пределами Пермского края, о чем свидетельствует то, что мы сегодня говорим о нем в Якутии. Принять участие в необычных конкурсах и побороться за ценные призы приезжают семьи из разных регионов России. Тем более, что в этом году мероприятие возобновили после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией. Чтобы победить в турнире по метанию коровьих лепешек, например, необходимо кинуть снаряд как можно дальше, но в пределах игрового поля. Лучшим результатом в истории турнира пока остается бросок в длиной 64 метра, и в этом году рекорд так до сих пор и не удалось побить. Побежали! Я не брезгую, у меня вообще это все почти родное, так что все хорошо, ничего такого я не вижу в этом. Пахнет изумительно. Рекорд был 64 метра, сегодня он не побит, сегодня 45 метров всего, но это был хороший бросок. Видимо, когда-то метнули так, что еще перебить никто не может. Мы их не заготавливаем, мы их собираем ранней весной, остатки на прошлогодних пастбищах, остатки животного происхождения. Вообще замечательная идея проводить вот такие необычные соревнования. То есть одно дело, конечно же, когда это прям спорт, другое дело такие, ну скажем так, шуточные состязания, которые заряжают просто позитивным настроением, позитивными эмоциями и так далее. Возможно, у нас в республике однажды такое что-то подобное и проведут. Поэтому, в принципе, есть на что опереться, в том числе и в традиционном укладе жизни, на что опереться и на чем основать вот такие вот соревнования. Ну, мы на этой такой спортивной ноте напоминаем, что наш эфир подходит к концу, потому что час наш, к сожалению, отведенный завершается. Мы желаем вам отличного настроения, конечно же, хорошего, продуктивного дня. Пусть, несмотря на погоду пасмурную, которая сегодня в Якутске с утра, пусть ваше настроение будет исключительно солнечным. Ну а завтра в это же время на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха мы вновь встретимся и встретим новый день. До встречи!